Одна за всех. С таким девизом Анна Вязова начинает медицинскую карьеру в Занульском ФАПе. Работу получила по программе «Сельский фельдшер». Все медуслуги, начиная с осмотра и заканчивая сбором анализов, ее обязанности. В помощь молодому специалисту нет даже медсестры. Впрочем, девушку это не пугает. К трудностям была готова, ведь еще будучи студенткой знала, работать отправится именно в село. Я изначально хотела работать в сельской местности. Так как я сама с Обячева, у меня корни вообще занульские, потому что у меня папа сам родился в Зануле, у меня там дедушки, бабушки. Я практику проходила, зная, что уже буду работать здесь, на ФАПе, поэтому не было проблем где-то искать других вариантов. Потом мне сказали, что я попадаю по программу как земский фельдшер. В фельдшере Занульский ФАП нуждался 3 года. Из-за неимения специалиста местные были вынуждены обращаться либо в амбулаторию соседнего Спаспоруба, либо в районную ЦРБ. Исправить ситуацию местным властям казалось почти невозможно. Далеко не каждый осмелится работать в маленьком селе, да еще и в одиночку. Благо на помощь пришла госпрограмма «Земский фельдшер», предполагающая поддержку медработнику в размере 1 000 000 рублей. Планирую на благоустройство жилья, постройку дома. Все-таки я хочу остаться здесь, в сельской местности. Мне кажется, сейчас молодежь, она не очень соглашается сюда идти, вообще в сельскую местность, а так опыта можно набраться. То есть ты поработаешь, наберешься здесь опыта, и можно куда-то уехать по желанию, куда ты хочешь. Решать кадровый вопрос с помощью программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор» – популярная практика и в Прилузской ЦРБ. С 2012 года на работу таким образом приняты уже 18 специалистов. Один из последних – уроженец Обьячева Михаил Лихачев. Сразу после окончания Кировской медакадемии, благодаря проекту «Земский доктор», вступил в должность анестезиолога-реаниматолога. Я просто, в принципе, планировал сюда приехать еще, когда даже в медакадемию не поступил. То есть я уже знал, что поступлю туда и, соответственно, приеду в Обьячево. То есть на тот момент про земский доктор не знал еще. Потом уже в процессе обучения узнал, так, приятный бонус. Как-то сразу меня тянуло сюда, в Обьячево, родное село, чтобы как-то поднимать, так сказать, родное село. Программа поддержки сельских врачей заработала в регионе в 2012 году. В 2018 ее распространили и на фельдшеров. Участвовать в ней могут медработники младше 50 лет, готовые отправиться на работу в сельские поселения, рабочие поселки и небольшие города Коми. Согласно договору, специалистам выплачивается единовременная компенсационная выплата. С этого года суммы выросли в 2 раза. 1 000 000 рублей работникам среднего звена, 2 миллиона уже врачам. Дополнительной мерой для привлечения медспециалистов в Коми стала и надбавка к зарплате с первого дня работы в районах Крайнего Севера, независимо от наработанного стажа. По данной программе молодые специалисты имеют большую поддержку в возможности приобретения жилого помещения, приобретения земельных участков для строительства дома. Так что я считаю, что данная программа должна продолжаться и реализовываться на территории особенно районов, потому что в данной местности очень тяжело привлечь молодых специалистов. Главная задача таких программ – покрытие кадровой потребности здравоохранения региона, а также улучшение оказания медицинской помощи на местах. И это, согласно статистике прошлых лет, действительно работает. Так, с 2018 года кадровая обеспеченность региона выросла более чем на 5%. Примечательно, что в Коми приезжают работать и специалисты из других регионов. Так, в 2019-м в республику переехали трудиться 40 врачей и 36 медработников среднего звена. Евгения Кладкевич, Иван Богомолов, телеканал Юрган.